Здравствуйте! С вами Медиацентр «История и мы» исторического парка «Россия моя. История в Якутии» и журналист Олег Желнин. Историческому парку «Россия моя. История в Якутии» исполнилось 6 лет. В студии медиацентра «История и мы» исторического парка «Россия. Моя история» директор этого парка Дмитрий Иванович Соловьев. 6 лет для парка, нового парка, наверное, в России, это большой срок или нет? Ну, вы знаете, наверное, все-таки это довольно большой срок. С учетом той насыщенности мероприятий, событий, которые прошли в стенах этого учреждения. Мы действительно были одними из первых и вообще были первыми на всем Дальнем Востоке и Восточной Сибири, да? Вот, историческим парком. И, наверное, это для нас в определенном смысле большая честь и ответственность. Немногие парки могут, как говорится, сказать о том, что у них есть отдельное здание. Было принято решение строить отдельно стоящее, со своим, можно сказать, особым проектом здание вот именно на радиополе. А откройте секрет, кто принял решение строить отдельное здание? Были предложены варианты со стороны Алексея Прокопьевича Дичковского, в то время заместителя председателя правительства, которому было поручено курировать данный проект, Егору Афанасьевичу Борисову, в то время главе Республики Саха-Якутия. И после положительного решения стройка началась. Вот 6 лет прошло, да, парк, так скажем, на свое 5-летие получил новое оборудование, новые проекторы. Ну, в России этим могут похвастать, я думаю, наши исторические парки, потому что вся система исторических парков, которая в этом году приросла еще 2 историческими парками. Сколько сейчас всего их? 26. В Мелитополе и в Луганске, это в наших новых регионах уже создаются исторические парки. Вот, они могут этим похвастать. Но мы были в первой очереди, потому что мы были одним как раз таки из первых, потому что это более контрастные, более энергоэффективные приборы. Но с появлением нового оборудования появились и новые методики работы парка. Вот эта вот электронная часть,
она без предметной составляющей, да, она все-таки как-то холодна, что ли, да. Вот, когда человек видит натуральный предмет, который обрамлен вот технологиями современными, да, и одновременно может посмотреть вот предмет, натуральный предмет истории, это создает совершенно особую ситуацию. Это же еще и дало толчок для вашего творчества. Я так понимаю, парк создал свои региональные выставки. Наши выставочные проекты, которыми мы можем гордиться, это, конечно же, в первую очередь современная история Якутии. Да? Это большой, очень такой серьезный и в научном плане, и в организационном плане, и в таком инженерном, что ли, инженерно-технологическом плане проект, в котором были привлечены большие силы и средства. И мы вот эту выставку представили к столетию Якутской автономной республики. Она была вот посвящена всему периоду становления нашей государственности. Да? Причем это до современного времени. И даже будущее было представлено на этой выставке. Были проекты самого разного плана. Мы уже в этом, наверное, можем сказать с уверенностью, что одну, наверное, из первых строчек занимаем в республике по производству выставок на самую различную тематику. Мы затронули только одну часть, да, музейно-выставочную деятельность нашего исторического парка. В действительности наши грани, они гораздо более, так сказать, широкие, да, и разнообразные. И мы проводим мероприятия самого разного плана, вот культурно-досуговые мероприятия для детей, в том числе для семей с детьми, да, для пожилых людей. Проводим очень серьезные мероприятия, конференции, семинары, научно-практические форумы, мероприятия, которые, можно сказать, условно, такими правительственными, да, с участием очень высоких официальных лиц. Все это должно быть на довольно высоком уровне. Поэтому у нас вот специалисты, несмотря на то, что у нас коллектив, он небольшой, 38 человек всего лишь работает, он очень профессиональный, он очень творческий. И это тот коллектив, который может самую любую задачу, по большому счету, выполнить. Достижением парка можно уже сейчас считать, это одна из выставок таких больших Якутии и Новороссии. Это же выставка не только мультимедийная, которая рассказывает об истории. Там же участвуют и предметы, которые прямо привозили оттуда. Это, наверное, это одна часть, одно направление нашей работы по подготовке данной выставки. Конечно, мы проанализировали и переработали большое количество материала. Вся выставка структурирована, да, в тематическом плане, с чего все началось, какие были предпосылки этих событий. Вот все это рассказывается, показывается, что происходило с той стороны. Люди приходят на выставку, особенно участники этих событий, и когда они выходят и говорят: слушайте, как вы это смогли вот это сделать? Ведь вы все вот это буквально вот отобразили. Там же мы брали интервью, там мы брали вот эти фото, материалы из окопов. Наши военкоры предоставляли свои записи. Вот это очень большая работа. Мы поэтому обязательно говорим слова большой благодарности искренней вот тем, кто нам в этом способствовал. Как им удается создавать такой конгломерат, когда и наша якутская культура, и русская культура, и еще вот такие мультимедийные выставки, они все собираются здесь, в парке? Мы все для чего работаем? Мы же для общества работаем. Поэтому мы такой общественный, гуманитарный центр. Центр общественного, скажем, притяжения. Центр, который должен играть самыми разными от гранями. Русского географического общества до правительства Якутии. Такой спектр. Мы реализуем разнообразные федеральные выставочные проекты. Да. Есть команды, скажем, головного нашего исторического парка, который расположен в Москве, на ВДНХ.
Там очень большая творческая команда, которая делает очень серьезные проекты. И мы их транслируем через всю систему. Выставочные проекты, собственно, про Александра Невского, лаборатория будущего, вот это вот тоже профориентационный, это же федеральный, общефедеральный проект, да? А сейчас в ноябре мы планируем открыть выставку «Россия», вот, которая будет открыта у нас в Москве и будет, значит, работать до апреля месяца, где участвуют все регионы. Вы, наверное, слышите вот это по телевидению. Все очень серьезно готовятся к этому. Мы должны будем показать, какие мы, Россия, какие у нас перспективы, чего мы достигли и чего мы можем достичь. Вот мультимедийная выставка вот на эту тему, она тоже готовится. Вы можете посетить сразу несколько этажей и найти, наверное, все, что вам хочется. Исторические выставки, правильно говорю, экспозиции алмазов. Можете попасть на лекцию, научную лекцию. Можете попасть вообще на квиз. А можете попасть даже на викторину. И вот этот вопрос меня интересует. Сложно ли парку за 6 лет было достичь таких вершин? Держимся на плаву, скажем так, да, может быть, даже и показываем более-менее хорошие результаты с точки зрения привлечения внебюджетных средств. Люди хотят с нами работать и готовы вкладывать в это определенные средства. Понятно, что мы тоже должны как-то обновляться, да, вот, приобретать какое-то оборудование, поддерживать наш исторический парк в нормальном техническом состоянии. Дмитрий Иванович, 6 лет. Что вы можете пожелать коллективу исторического парка «Россия. Моя история» и посетителям парка? Ну, коллегам своим я бы хотел пожелать продолжить ту линию успеха, которую мы, в общем-то, я думаю, ведем. Вот, семейного счастья, позитивного настроя, творческого. Ну, а посетителям всегда находить здесь что-то интересное, новое для себя, для своих близких. Вот. Мы всегда рады вам и готовы такое новое и позитивное вносить в вашу жизнь. От имени медиацентра «История мы» исторического парка «Россия. Моя история» поздравляю своих коллег с 6-летием, желаю тоже успеха и здоровья, а посетителям посещайте парк, смотрите и следите за новостями исторического парка «Россия. Моя история».